Голосовой помощник не даст запутаться. Все предельно просто и удобно. С самого утра на участке номер 729 многолюдно. Несмотря на то, что сегодня не выходной день, некоторые отлучились на работе, пришли выполнить свой долг. На это требуется всего 5 минут. Урны потихоньку наполняются. Здесь, на избирательном участке 729, расположенном в третьей школе Плиева, используются специальные КАИБы. Они отличаются тем, что эти машины уже знают, сколько бюллетеней опущено. В настоящий момент их количество составляет 69. Охотнее всего голосовать идет старшее поколение. Они-то понимают, насколько необходимо сделать правильный выбор и обеспечить стабильность и процветание республики на ближайшие 5 лет. Мастер إيش حمد ديز حمد دكتور خلص بس نين دك مدي تحت يرتل خشك دول دراس خشت سأل دراس تقيات تابع يجر وز بحكي باليوم بعدر مسك حق ناخذ خشت سأل وقت صحابي نقاشت سأل دوغلق بدري عشان دك ديبوتات خرج شيء دك ميت تدوان أزم لا خاوينو سين سيقمن سموحك دقوش قوش الديبوتات قاشت سر دال شوزني دال احتو وقف وقمن ويمحك دك وين متعوش الديبوتات خرجوا وين. Активную гражданскую позицию показывает и первый олимпийский чемпион Ингушетии Исраил Арсамаков, который также призвал жителей не быть равнодушными, когда решается судьба республики. Участие в такой процедуре, как голосование федеральных, региональных органов власти, является не просто мотивом, а это, в принципе, обязанность каждого гражданина, особенно тех, кто имеет активную позицию политическую. И поэтому, независимо от сферы деятельности, достижений, каждый должен прийти и непосредственно принять участие в выборах. Если у кого-то есть какие-то сомнения, у того есть возможность непосредственно участвовать, наблюдать, фиксировать, предъявлять какие-то претензии. Тем более 3 дня – это довольно солидный срок. Если в один день не мог прийти, второй день точно может быть, третий день прийти. На участке соблюдены все меры безопасности. У входа обязательно надевают маски, обрабатывают руки. Также созданы условия для молящихся. Предусмотрели комнату матери и ребенка. За нарушениями и порядком следят общественные наблюдатели. Избирательный участок официально открылся в 8:00, хотя мы, все члены комиссии, наблюдатели, мы все здесь были уже 7:30. Голосование проходит в обычном режиме, избиратели идут активно, все голосуют пока без нарушений. Мы все наблюдаем, тут помимо меня есть еще наблюдатели и от общественной палаты, и от Назранского района. Все идет нормально. Сколько я знаю, вы еще фиксируете, да, на телефоне? Да, мы и фиксируем, и скидываем в группу наблюдателей. В числе кандидатов в депутаты в Народное собрание и Госдуму много новых лиц. Идет обновление, а значит, жители надеются от будущих избранников позитивных изменений в республике и улучшения благосостояния населения. Бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатные услуги, Бог бы метигиш, хайец зарплата, дагбах без бочи. ديزل يتار ديزل دق باختي بيش مسود دي أرني دعوة خاشي قولس دالوي دي في قمنا في ريسبوبليكا بين ناقض الدولار حاقرجا عوتي دال بركتي والله دال эту باقو. Если человек живет в этой стране и считает ее родиной, надо идти на выборы. Нравится тебе это, не нравится, но ты должен быть социально активным человеком. Я пришел на выборы, потому что это гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации. Отдать голос за человека, за ту партию, за которую, можно проголосовать. Из моей семьи придет, конечно, жена, и дети придут сейчас пока их нету, но они придут обязательно. Будут голосовать. Несмотря на то, что это только первый день голосования, на участке фиксируется хорошая явка. Мы рассчитываем, что 19 числа будет основная явка. В течение 3 дней. Явка на начало вроде бы неплохая. Люди ходят, голосуют. Постепенно уже, я думаю, ближе к обеду явка будет получше, потому что с утра начало неплохое.
Голосование продлится 3 дня до 19 сентября включительно. Все это сделано для безопасности граждан и комфорта. Остается только прийти и сделать свой выбор. Селимхан Кылоев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.